прекрасное место. Сегодня 16 мая, и мы выезжаем Дальше? дальше. Куда говорить не будем? Потом увидим. Да ладно, скажем. В Белокуриху. Там нас еще не было, там они нас любят. Следующий пункт будет Белокуриха. Там нас ждет замечательных 5 дней. Надеемся, что погода будет хорошая. Сегодня она улучшилась значительно. Правда, вот пар идет изо рта, 0 -3. градусов. Минус 3 даже, да? Вот. Мы замечательно провели время. Все было хорошо. Даже погода нам не испортила настроение. Съездили на экскурсии. Вчера вообще замечательно провели вечер. Нас накормили шикарным борщом молдавским. Девчонки тоже туристки варили, москвички. Пообщались, насмеялись от души, рассказывали истории. Вот. Ну а теперь мы катим дальше. А вам рекомендуем посетить Горный Алтай и, возможно, турбазу, не турбазу, да, Гостевой дом. гостевой Арбат, дом Арбат, да. да. Ссылку я оставлю. Ну все, всем пока. Мы топаем дальше. Вот. 16 мая. Иней 16:05:23. Все, пока-пока, Арбат. Ура! Пока-пока, малый Ильгумень. Рыбы-то нам не дал, но удовольствие мы получили. Сейчас мы хотим передать привет нашей внучке Лизоньке. Она нас смотрит в телевизоре и спрашивает нас всегда, Как мы туда попали? как мы попали в телевизор. Лизонька, привет! Привет тебе! И Лене хотим передать привет. Лиза, передашь Лене привет? Покажешь бабулю с дедулей? Леня, привет! Деда, передавай привет. Привет! Ну как ты ему передаешь обычный привет? Ну сейчас дедуля машину обгоняет. Нет, знак поворота. Ага. Передавай Лене привет. Вот так вот. Все, мы скоро уже приедем. Вы уже будете смотреть эту серию, мы уже будем дома. Все в цветущих деревьях. Белые, розовые. Табличка такая висит. Вот мы приехали в усадьбу Зеленую, в гости к Ларисе. Пойдем посмотрим, у нее тут еще подготовка идет к открытию сезона. Давид. А у нас же еще рано, у нас же с первого. Домики такие-то. Это, да, дикие вот здесь огромные поля. Прям все зеленое, да? Вот такие малясечки. Точно зеленая, блин, да? Да, липа еще не распустилась до конца. Когда она распускается, у нас уже дорогу не видно. Мы прям как в этом находимся, в своем мирке зеленом. Нет. Итак, мы сейчас едем по поселку Катунь. Мы заехали на чай, кофе в гости к моей однокурснице, у которой здесь база, усадьба Зеленая. Там пока еще все готовится к сезону, так же как и здесь. Такой а-ля курортный проспект, как в Адлере или в Сочи. Везде по обе стороны базы. Красиво очень, все готовятся, все что-то красят, строят.
Сейчас мы проедем по этому поселочку. Очень много магазинов, кафешек. Тут рядом находится курорт Манжерок, знаменитый. Но если я правильно поняла, в Манжероке самые дорогие базы. Здесь, наверное, подешевле. Везде зеленые деревья, трава, тут тепло. Здесь рядом находится озеро Ая. На многих базах, как нам рассказали, есть родники, которые протекают через участки. Есть бассейны с родниковой водой. Где-то мы сейчас ехали, вообще прям магазинов много было, или мы уже их проехали? Они по другой дороге были? Нет, по этой? Да. Сейчас посмотрим еще. Вот тут видно, что все еще закрыто, ничего не работает. Сезон начинается 1 июня. Люди уже потихоньку бронируют месяц июнь. Столько всяких разнообразных кафешек, усадьбы здесь прямо у дороги, вот прокаты, катания всякие на квадроциклах, на лошадях. Тут еще даже без забора, видимо, новые домики. Двухэтажные есть. Вот прокат. Не прокат, а как катание на лошадях. Лошадки пришли вон в помойке, пока покушают. Или это не помойка? Кормушки. Кормушка, да. Похоже на помойки. Окей. Кормушки так кормушки. Наши-то в помойках едят. Ну вот сейчас мы подъезжаем к мосту через Катунь. И дальше вперед до Белокурихи. Счастливого нам пути и хорошего отдыха. Сегодня 16 мая, а здесь ехали мы в ту сторону 11 мая. Все было еще серенькое. Вот такое все уже зелененькое. Потеплело, зазеленело. Это Горно-Алтайск. Здесь мы останавливались ночевать. Мы едем в Белокуриху и переправляемся через такой интересный мост. С реверсивным движением. Да, с реверсивным движением. Подождали, пока оттуда машины выехали. Теперь поехали сами. Как будто на поезде едем. Через реку Катунь. Река грязная, деревья плывут. Течение Виндермилля. Сумасшедшее течение. Нет, не такое, как там. Ну вон, посмотри по этому. Всегда поменьше. Как интересненько. Тут тоже машины ждут, стоят. Манжерок не едут. Обалдеть. Вот поехали по какой-то странно мутной дороге. Но очень красиво. Необычно. Тут деревья все цветут. Черемухи, видимо, огромные, пушистые, белоснежные стоят по обе стороны. Очень красиво. Там, наверное, запах непередаваемый. Но клещей кормить мы не хотим. Осталось примерно 40 километров до Белокурихи. Вот такие просторы открываются. Везде поля вспаханные, бескрайние. Влево, вправо. А впереди горы, как на картинке.
какой-то дымки. Вот мы въезжаем в город-курорт Белокуриха. Цирк Шапито с 12 мая по 21 мая. Успеем еще. Ну, в смысле, поработать. Но. Ну, мы кто? Тоже тут всякие объявления стоят. Сдаем жилье посуточно. А я читаю поштучно. Поштучно. Сейчас мы въезжаем на мост через реку Белокуриха. Ну-ка, где она там? Маленькая, миленькая. Дома и квартиры посуточно. В общем, тут тоже можно снимать жилье. Не обязательно останавливаться в санатории. Ну, а мы уже почти подъехали. Поверните налево, а затем поверните направо. Едем по улицам Белокурихи. Прямо 2 километра. 2 километра прямо. Пятерочка. Мгм. Там соседи. Антон проголодался. Сейчас, может, успеем еще на обед. Санаторский. Посмотрим. Тоже Аникс магазины. У них здесь пекарни эти. Аникс. Магнит. Много магазинов. Раньше я такого не помню. В 15-м году даже. Старая мельница какая-то. Тут, по всей видимости, жилые дома стоят. Многоэтажные. Сейчас наш санаторий где-то должен быть уже скоро. Магазины, красное-белое. Торговый центр Сибирь. Кстати, вот тут где-то рынок. Вот он, городской рынок, точно, я его помню. Народу много. Ну, что там долго так переходите? Нам уже хочется доехать. Вот эти магазинчики тоже были. Где-то здесь был цветочный магазин. Дима бегал, мне цветы покупал. Проезжай, говорит. Какие добрые человеки. Пивной бутик. Шпачек. Шеф-ролл. Доставка еды. Это если кто обголодал. Телефон вижу. Какой телефон? Я запомнил. У тебя все включено. Тортик заказал. Тортик. Тортик от шефа. Чайхана. Ты здесь тоже первый раз, да? А? Да. Отель Беловодье, там аквапарк есть. Ну, он небольшой такой. И вот слева там наш санаторий. Я его вижу. Но, видимо, объезжать как-то надо. Сбербанк. Магазинов море. Через 300 метров крутой поворот налево, а затем держитесь левее.
направо там санаторий Белокуриха находится. А наш санаторий называется Родник Алтая. Ну и где поклонники? Доверьте всему крестику. Какие поклонники, блин. По всей видимости, нам вот сюда правее надо. Вот под шлагбаум. Потому что стоянка там, за этим зданием. Чё? Смотри, какая она прозрачная почти. Шумная. Мосты, мосты. Мы его нашли. Он такой классный. Вот такой обед, шведский стол, салатики разнообразные, фруктовые, фрукты, овощи, хлебушек, супчики. Лапша, сладости, чай. В общем, в санатории Родник Алтая очень разнообразный и вкусный шведский стол. И мне кажется, свои лишние 4 килограмма я привезла домой именно отсюда. Ай-яй-яй. Плыл по городу запах сирени. Куда? Да, сбежались. Нет, нормально. Вот такой бассейн здесь есть. Сауны. Там кто-то есть. Не буду разговаривать. Так. Ну тут сегодня во всех саунах кто-то есть. Вот тут светолечение. Надо одевать очечки и сидеть загорать. И турецкая баня. Тоже там кто-то есть. Внутри не буду снимать. Можно попить чаек травяной. Здравствуйте. С медиком вкусным. Разнотравье, водичка. Здесь посидеть. Я возьму себе сегодня вот такую штуку. Буду расслабляться. Глубина бассейна 1,5 метра. Вот такая красота. Температура 28 градусов. Так происходит обработка от клещей. Ходит человек и обрабатывает. Я не знаю, с какой периодичностью они это делают. Ну, вот сейчас просто ранее, ну как ранее, 10 часов утра. Может быть, каждое утро. В общем, я опять пошла гулять без микрофонов. Вот такой у нас санаторий Родник Алтая. В этом санатории я уже в 3-й раз. Была лет 20 с лишним назад. В 2000 году я была, 23 года. Да? Потом была в 2015 году. И вот сейчас. Вот столько ступенек. Тут жилые дома стоят, всего 2. А там сзади еще один корпус есть большой, новый. Я его покажу потом. И комплекс уличных бассейнов подогреваемых. Сегодня у нас в планах пойти в бассейны. Вот второй корпус. То есть первый он называется. Тот корпус Родник номер 2. Вот здесь есть такие скамеечки. Площадка для отдыха. Сцена летняя. И тоже много-много ступенек вниз. Там вот стоянка автомобильная. Сейчас мы туда идем.
Здесь можно в дартс поиграть. Там бассейны. Сейчас покажу. Вот тут бассейны. Вот внизу 2 бассейна подогреваемых. Пока никого нет. На улице еще прохладно. Большой. Вот тут маленький для детей. Они оба подогреваемые. А там наверху еще большой и маленький. Они не подогреваемые, холодные. Летом только можно. Кафешка есть. Я пока туда заходить не буду. Мы вчера заходили. В кафешке тоже можно чай попить. Что там еще? Ну, сказали, что-то к чаю есть, да? Там внутри есть сауна, туалеты, раздевалки. Все теплое. Пошли вот здесь, спустимся к машине. По тропинке дошли. Покажу. Тут вход по карточкам, по которым мы ходим в столовую. Вот большой бассейн. Он холодный. Вот такой вид сверху. Поднялась на горку. Вот это здание бальнеологической лечебницы. Я не знаю, сейчас там она работает или нет. Как нам рассказывали, что отсюда радон качают все санатории. Но почему-то в этом году информация такая, что радона в Белокурихе совсем не осталось. И он привозной. Сейчас посмотрим, что тут написано. Радонолечебница. Но люди входят и выходят оттуда. Я не знаю. Объект культурного наследия. В общем, скважина была обнаружена в конце 19 века местными жителями, и они пригласили ученого, который вот и открыл целебные свойства воды с содержанием радона. Вот такое вот здание, прям старенькое, прямо на берегу реки Белокурихи. Там течет речка. Вот она. Река Белокуриха, конечно, на реку она не похожа. Больше какой-то ручей. Такое место. Я это называю мечта фотографа. У меня даже есть с собой фотоаппарат. Но нет моделей. Сейчас бы какого-нибудь красивого ребенка, да под эти деревья, и было бы вообще шикарно. А так с нами вот только туристы, которые снимают все подряд. Одни деревья отцветают, другие набирают цвет. Очень красиво. Зелень сочная. Все солнышком освещается. Санаторий Сибирь. Очень старый тоже санаторий. Чё ж я прошла-то уже мимо, его не видно. Он в такой зелени. Мы пошли по верхней дорожке. Эдем санаторий. Мы идем в сторону канатной дороги. На автобус не успели. Идем пешком. Санаторий Катунь. Еще один из старейших санаториев. Их несколько старых санаториев, самых первых. По-моему, если я не ошибаюсь, Сибирь, Россия, Катунь и Белокуриха самые главные. Отель Благодать. Сейчас мы будем подниматься на канатной дороге. Сказали полчаса туда, полчаса обратно. Снимать, наверное, не буду, дабы не уронить съемку. Класс!
Классно как! Держу телефон крепко, потому что мне страшно. Надо было, блин, примотать его скотчем. Убираю. Дятел, ты где? Не видно, блин, я таких красных шапок еще никогда не видела, огромных. Какой-то гигантский дятел. А вон там еще что-то внизу. Как классно. Какая красота. Канатная дорога 2 километра, протяженностью 2 километра и высота 500 метров. Вот там вот что люди делают, Вы как там они как? туда попали. Идите за нами, Не никуда не шевелись, сворачивайтесь. Хорошо. не шевелись. Вот Да? мы приближаемся к какому-то камню большому, к скале. И будем ехать еще дальше. Еще вон туда до неба ехать. Далеко-далеко. Такой вид открывается шикарный. Вот такая красота. Ветер дует такой знатный. Лес как будто причесали гребешком. Хоть бы посмотрели на нас разок, я-то постоянно оглядывался. Не гони сильно, мы отстаем, видишь? Вот такие игровые залы есть в санатории. Комната, шахматы, бильярд. Там еще бильярд. Там люди играют, не буду показывать. Там зал для покера, для игры в мафию. Так красиво светится вечером все. Воздух вообще просто обалденный. Пахнет хвоей, что ли. Там санаторий Белокуриха светится. Ой. А вот наш санаторий. Родник Алтая. Красивый. Отключай! Я включил. Мы главное орем. Есть Там кнопка. стоп. Горшочек не вари. За жопу ходно. Там мужик какой-то сидит. Добрый день, доброе утро. Сегодня какое число-то? 18, 19, сегодня 19 мая. И мы приехали на рыбалку на реку Песчаная. Сказали, что хариус не клюет, потому что вода мутная. Но таймень идет хорошо. Хватает все подряд, потому что он голодный поднимается. Но будем пробовать. Ветер жуткий дует. Прям вот с ног сшибает. Обработались от клещей. Сейчас покажу. Заправили штаны в носки. Обработались репеллентом. У нас Гардекс. Ребята здесь в основном рифтамидом обрабатываются. Ну и будем пытаться рыбачить. Посмотрим, поймаем ли мы чего-нибудь. В общем, там Антон стоит. Уже пробует рыбачить.
Мы приехали с Евгением на такой машине. Евгений возит для туристов спиннинги, всю оснастку. Но у нас спиннинги были свои, поэтому нам не пригодились. Вот у него тут стульчики, стол, какие-то набор продуктов, посуды, всевозможная оснастка. Ну, будем пробовать. Денис готовит снасти. Тут такая, ну, как бы дикая, не дикая, полудикая красота. Все зеленое. Шумит река, шумит лес. Вот мой спиннинг. Пойду я тоже попробую чего-нибудь поймать. Рыбалит. Я просто понять не могу, как в таком течении проводки делать. Беремся. В общем, не знаю, что у нас сегодня получится с рыбалкой. Ветер просто с ног сшибательный. Стоишь, когда на камушке, прямо просто с ног сбивает. Дует. Ого-го как. Я вот шла по берегу, увидела там вдалеке какие-то домики. Там, по всей видимости, какая-то база будет, потому что похоже, что там строится что-то. Ну вот Евгений, который нас привез сюда, у него кто-то там поймался, он его тащил и, в общем, сошел уже почти у берега. Ну, говорит, что таймень, не знаю. Я не видела, далеко было, я видела, что он тащил. Денис пошел уже туда далеко. Антон где-то там в той стороне. Вот это природа. Не было бы ветра, какая бы благодать была. Хорошо, что у меня воротник большой. Я засунула микрофон туда и снимаю. Ветер просто сногсшибательный. Возле кустов здесь еще ничего. А буквально пару шагов в сторону и сбивает с ног так, что мама не горюй. В общем, я решила вернуться к машине. Подхожу сюда, а тут уже костром пахнет. По всей видимости, Евгений развел костер. Он нам обещал сварить уху. Будем посмотреть. Точно костер. Дымок идет, стелется. На Алтае запрещено разжигать костры. И мы ехали тут где-то в нескольких километрах. Стоял пост МЧС. Если они увидят костер, они говорят, коптеры запускают. Нас могут оштрафовать. Ребята не сдаются. Все пытаются поймать рыбу. Я оборвала леску второй раз уже. Антон тоже обрывал уже раза 3, наверное. За камни цепляется. Блесна, говорит, купаю. Боже мой, хотела сесть на пенек, а тут какие-то крокодилы страшные сидят на нем. Аж жутко стало. Что это за тараканы? Ужас. Кто такие? Кто знает? Кошмар. Вот Евгений сварил уху. Сейчас посмотрим, что там за красота. Ой. Пытаю. О, исхарился? Этот сумасшедший ветер портит
всю обстановку. Но у нас вот такая вкусная уха из Хариуса. Вкусно, мальчики? Приятного аппетита! У нас есть рыба. Это кто? Сагога? Ну пусть хоть сагога. Ты не купил? Таймень, говорит. Это же яблони, да? Господи, какой запах стоит. Мечта фотографа. Снова мечта фотографа. И тут все в этом белом. Все на каждом шагу. Там, везде. Обалдеть. Приехали в усадьбу 3А. Здесь своя сыроварня, козаферма, мясные консервы написано. Там прям говорят, сыр видно, как делают. Сейчас пойдем посмотрим. Здравствуйте. Обалдеть, смотрите, сколько сыра. Там так чистенько все, красивенько. И сыр. Сыр. Его так много. Тут так интересненько, красивенько. Всякие вещички такие висят. Класс. Это деревня староверов каких-то. Класс. Там вентилятор крутится. Проветривает сыр. О, там еще висят какие-то сыры в сеточках. Сейчас мы зайдем в магазин или что это, как называется правильно. Посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тут козами пахнет. Сыры можно всякие купить. Вино у них, говорят, свое есть. Здравствуйте. И могу дать попробовать. Сырные не даем, даже на дегустацию пробовать, так как у них нельзя ломать структуру. А эти конфеты из чего? Вот, которые эти? вы показали сейчас. 4. На основе масла. Кедровая мука, тыквенная мука. Надо, Да, да? вот это попробовала, интересно. Коржу киржак. Просто прям крошится, говорю, интересно. Ну, медуна тоже интересная. Ну, давайте какой-нибудь попробуем. Вот какой вы козу, да? посоветуете, да? Блин, ну вкус у всех разный, как бы. Давайте что-нибудь так, козу вот попробовать. Да? Кинули в морозилку, 2 месяца можно вообще забыть, что он там лежит. Угу. Будем пробовать. Класс. Камамбер вот. Камамбер прям 2 недели можно еще держать. Так, где я Он слепая? потом созреет, прям будет зрелым. Вот этот, да? Да. То есть, когда созреет, он прям вот это потекет внутри. Вот это будет жидкая начинка, и она прям потекет. Его, когда он вообще у нас призревает, мы запекаем в духовке. Либо с орешками, с медом там. Ничего себе. Интересный. Коза 1000, которая 1000 вкусов. Приятная такая. Так, это я вам Солоновский с пажитником куски дрова. Про Экскурсия экскурсию. у нас проходит среда, четверг, суббота. Около часа идет, 500 рублей с человеком. Попробуйте 19 видов сыров, конфеты, чай наш. Ну и всех сыроварню посмотрите и по базе походим. Здорово, спасибо. А вот еще вот у вас там бутылочки, смотрю, это виски, да. настойки. Это виски пшеничная, настойка ореховая у нас осталась, да, бородинская, виски бородинская. Ну, она такое крепленная. Орех здесь прям добавлено, то есть с добавлением зверобоя, меда, корицы и грецкого ореха. Она такая прям маленько пожестче. Виски помягче. Это вино на основе сока, прямо из сока, 9-15 градусов, как сидр. Груша и черноплодка. У нас вообще было 9 видов, но мы сейчас что-то перешли на черноплодку. Просто ее как-то больше берут. Литровенький, пол-литровый такой. Масло сами топим тоже сливочное, прям топленое.
Тушенку все разобрали. Распечили Понятно. Тоже. Вот это наше, это нам дали продавать. Наши все травы собираем сами. Все ясно. Ладно, спасибо вам огромное. Пожалуйста, приезжайте Удачи вам, еще до к нам. свидания. Покажу вам, как их найти. Усадьба 3А. Алла, Александр, Алена. Солоновкина. Тут даже проживание, питание есть. Сейчас мы пойдем в уличный бассейн. Тут такие вот банные халаты всем дают для этой цели. Полотенца для бассейна зелененькие. Номера беленькие. Пойдем посмотрим. Морда у меня загорелая такая. Вчера на рыбалке загорелые руки. Что видно. Вот мы сегодня решили сходить в бассейн. Сегодня на улице тепло. Тут вот кафешечка есть. Водичка, чаек. Там еще какие-то вкусняшки. Все это бесплатно. Так, тут ветерок дует. Нам куда-то надо спрятаться от ветерка. Здесь внутри есть сауна, душевые, раздевалки. Так, заходить не буду. Там люди. Да. Ну, как в том бассейне. Вышла из бассейна. Пойду попью чаю. Тут приятные люди предлагают приятный чай. Чайку можно? Да, конечно. Сахар нужен? Нет, без сахара. Чай черная смородина, наша местная, горная, чистая, экологически чистая. Здорово. Чай сколько? 2? 1. Помимо чая, смотрите, есть бурдики, сахар тропический, мед наш алтайский. Поэтому что захотите, берете тарелочку, накладываете и с собой забираете. Спасибо большое. Все на вашем удовольствие. Магазин фермерские продукты, вот такие интересные. Энергетический лимонад, сыры, вот молочные продукты какие-то интересные, нарине готовое, молоко для капучино есть, напитки, квас. Квас такой, какой квас домашний. Квас домашний. Почему он один светлый, другой темный? Ладно, не буду туда читать. Что это? Торт. Всякие вафли. Даже шоколадная колбаса есть. Вот. Как интересно. Масло сливочное. Шоколадное масло. Творог. Всякий разный. С наполнителями, пироженки, капусточка маринованная, грибочки, всякие хреновины, йогурты, морсы, яйца, молоко, сметанка. Какой хороший магазин. Пастила, всякие сушеные вкусности, чаи, облепиховый нектар, чак-чак. Все экологический продукт. Всякие хлебцы, интересные хлебушек. Тут готовые блюда. Есть пельмени из горбуши даже. Римская пицца.
Тут готовые блюда есть, соусы. Все так красиво выглядит. Аппетитно. Суши-роллы, блинчики всякие разные, шаурма, квас с хреном. Шонка, утка, свинина, говядина. Говядина 259 рублей, 525 грамм. Она должна быть вкусная. Судя по тому, что магазин такой. Масло, макароны. Собственное утиное хозяйство. Все из утки, пожалуйста. А где это хозяйство находится? В Белокорихе или где-то? Кемерово и Новокузнецк. Новокузнецк и Кемерово. Ничего себе, здорово. Оттуда все сюда везу. Такого я вообще, по-моему, не видела. Лапки куриные, охлажденные, копченые, шейки, большая порция, хрящик, печень, желудки. В общем, безотходное производство. Чего тут только нет. И все так аппетитно выглядит. Шейки копчено-вареные 89 рублей, лапки 80. Кто-то же любит эти лапки. Я точно знаю, что кто-то любит. Вот они так выглядят. Очень интересно. Хрящики куриные. Вот, продукт готовый к употреблению. Желудки вот так выглядят. То есть бери и ешь. Печенки. Желудки. Вот так вот шейки выглядят. Ну все, господин Алтаюшка, до свидания. Спасибо тебе за теплый прием. Нам очень все понравилось. Надеемся, что когда-нибудь мы сюда еще раз вернемся. А там речка куда-то убегает за поворот.